И то есть до Дороха было 2 часа, и за это время они должны были почистить все. То есть я пришел в пирамиду в час дня, ушел в 2 часа ночи. Знаете почему? Не знаю, типа, Дорох, зря это сказал или нет. Стендап заканчивается, это чё-то 3 часа шел, короче. И он такой встает на сцену: "Кто хочет", а это sold out, пирамида. "Кто хочет фоткаться, оставайтесь". Остались все. И я такой, а я не хотел уходить, ну, типа, я дождался последнего, потому что, ну, мне было интересно просто пообщаться, там, познакомиться поближе, как-то все остальное. То есть, как Илья Соболев и Дорохов тоже очень простые люди. В принципе, все артисты простые люди, если там нормально к ним относиться. Ну, с LJ, может, тоже есть, просто, типа, не знаю, вот, типа, у нас не сложилось. Вот. У меня, в принципе, там 4 артиста осталось, с кем я поработал, и, типа, я закрыл бы свой топ, там, какую-то цель, все остальное. То есть, закрыл вот недавно, работал с Салаватом. Мы снимали, контент, футажи для концерта, чтобы на экране показывал. И я закрыл для себя полностью всю цель, чтобы поработал со всей башкирской татарской эстрадой. Вот, и, типа, осталось вот 4 артиста, и, в принципе, все, можно, в принципе, валить из России. Вот с Хамаль Нои, Крид, там же есть. Честно, не помню, потому что они перестали давать концерты, и они, в принципе, не в России уже. Типа вот и из тех, с кем я поработал, это Фейс, Моргенштерн, полностью с Блэкстаром работал, шоу, танцы, импровизация работал, с этими Comedy Club работал. И это все, типа, все концерты, все выступления в Уфе были. Вот, а здесь, в Казани, ну, только такие крупные открытые open air, в принципе, и всё. Вот. Но потихоньку начинаю отходить, потому что, ну, либо в силу возраста, либо хочется какого-то дальнейшего продвижения, уже типа не за все концерты берусь, а только за те, которые мне интересны, и понимаю, какой-то профит я больше возьму с этого. Трэвис Скотт сразу же сходу. Типа, есть чел NF, тоже очень классный. И, в принципе, типа, через года 2-3 уже можно потихоньку начинать планировать переезд, начинать общаться, потому что последний год, года 2, все артисты начали, ну, типа, отвечать в инсте. То есть со многими артистами, с которыми работаю, там либо есть личные номера в Телеграме, либо в инсте переписки. Той же с самой Клавой Кокой мы общаемся в Инстаграме спокойно. Ну, плюс, она со мной общается, потому что она очень хороший друг Элвина с детства. Поэтому, типа, ну, плюс-минус она знает. Она не скажет. Когда все знали, что у меня есть личный номер Дилары, это бывшая жена Моргенштерна, мне все время спросили, ну, типа, спрашивали: "Спроси, пожалуйста, почему вы развелись?" Вот, и поэтому я почему-то думал, типа, последний раз виделись с ней год-два назад в Уфе, и я думал, что она номер сменила, а чё-то я ей просто написал с днем рождения, она ответила очень быстро, и это было, ну, прикольно. Почему-то казалось, что она очень быстро номер поменяла, потому что, как-то она жаловалась, что спамы были и все остальное. Вот, то есть выход сейчас на всех артистов, и то есть очень очень простой. Но для меня до сих пор приходят отказы на съемки концертов, потому что либо в силу того, что небольшое количество подписчиков, либо артисты меня не знают, либо уже у артистов есть своих операторы. И поэтому я, типа, до сих пор получаю отказы. Я же не пишу им, типа, давай там за 20 тысяч я вам отсниму концерт. Я говорю, просто отсниму, если нужно вам, я дам вам материал. И они такие либо игнорят очень жестко, читают сообщения, либо вообще не отвечают в принципе. Ну, ну да. Я вот хочу купить подписку в Инсте,
но я боюсь. Подписка по галочка по подписке. Потому что это сейчас уголовно наказуемая штука. Да, спонсирование. Как бы есть лазейки свои, но все равно страшно. Как бы типа нет таких еще уголовных дел за то, за что закрыли бы за покупку. Вот, но хочется. Просто есть продакшн, который продюсирует полностью вот это получение, но они стоят космически, просто очень дорого. Ладно, можно вопрос? Что ты можешь посоветовать начинающим ребятам из опыта? Вот прямо на начальном этапе своего жизненного опыта. Не повторяйте моих ошибок, снимайте сразу, начинайте с себя, какие-то лайвы, прям очень много лайва, потому что я сам понимаю, что типа люди к этому тянутся, и все остальное. Не бойтесь писать артистам, всем известным, неизвестным, в Татарстане, Башкирии, неважно где. То есть, типа, все только идут, типа, к вам навстречу. То есть вы просто пишете всем подряд. Я в какой-то момент в прошлом году мне что-то было скучно ночью. Я написал 400 людям, артистам и блогерам, ответили 90 о сотрудничестве. То есть, типа, они, в принципе, смотрят и отвечают. То есть, типа, просто не бойтесь, а просто делайте. Самое забавное это было, когда в час ночи я Киркорову написал «Спишь?». Конечно, не знаю, посмотрел или нет, но это было забавно. Я даже в в истории, когда выкладывал, типа, аудитория одобрила эту штуку. Не ответил. Вообще? Я чаще всего типа: «Привет, я Марк, там занимаюсь там съемками столько лет». И я не гружу их типа людьми, которые типа с кем я работал, чтобы типа большой список. Я смотрю, на кого он подписан, и составляю список тех, с кем он, возможно, типа может посмотреть работы. И каждый раз я это сообщение редактирую, смотрю, типа чаще всего это, ну, плюс-минус, типа общие знакомые и все остальное. Вот. И ставлю там либо бартерная основа, либо просто сотрудничество. Я даже там, например, сейчас там, если, например, напишу какому-нибудь московскому артисту, я готов поехать отснять, либо там смонтировать, либо приехать в Казань и здесь сделать. Вот. То есть я не прошу там у них каких-то совместных публикаций, либо что-нибудь такое. И не прошу оплаты, я просто делаю это для своего портфолио, чтобы люди, которые заходили, либо артисты, видели такие: «О, прикольный видос, а поработаем мы с тобой». Типа потихоньку это все равно, типа, с бесплатной основы это выходит в коммерцию. Но, скажу так, если вы фото-видеооператор и вы фанатеете от какого-то артиста, не показывайте это ему, потому что это очень сильно отталкивает. Я сейчас, типа, вот, например, я вижу всех артистов вживую, и мы сидим чаще всего вместе в гримерке. У меня уже нет такого, что типа я такой: «О, это типа вот этот артист». Все обычные люди. То есть если вы как-то будете показывать свою какую-то активность, либо там сразу вот зашли в гримерку, вас позвали, и вы будете просить: «А можно с вами сфоткаться?», скорее всего, вас выгонят сразу же. Потому что, ну, во-первых, типа, это уникальная возможность посидеть с артистом, просто пообщаться, и все равно вот эту грань нужно держать, скажем, субординацию, чтобы там не отталкивало. Потому что артист потом просто закончит с вами сотрудничество, и вы потеряете шанс какой-то там стать с кем-то или что-нибудь такое. То есть вот с Элвином у нас такие отношения там дружеские. То, что, например, сейчас может позвонить, типа: «Привет, что делаешь?» Я говорю: «Ну, вот там где-то в центре либо дом, приезжай к нам». Я приезжаю к нему, и мы в фифу играем. То есть настолько вот такие, короче, дружеские отношения. Типа там мы можем поснимать, мы можем пообщаться, мы можем там еще что-то сделать. Но все равно, типа, у него есть ко мне уважение, у меня есть к нему уважение. У нас даже моментами было, мы просто сидим вот так, залипаем в телефоне час. Он такой кладет телефон, на меня вот так поворачивается. «Ты, конечно, говорит, интересный собеседник».
Вот, и типа, ну, не знаю, мой профиль, типа, вот это общение с человеком нет, но все равно, типа, я не перехожу вот эти границы. Вот. Друзья, есть ли у кого-то вопросы? Так. Пока Эльдар, да. Не, это самая реакция Рамзи всегда интересная. Типа, Симона тут очень слишком на бик, рахат килпиталь. А вот еще интересно, почему Марк Первое, что в голову пришло. Сразу, без задумок. Есть мороженое, есть камера, есть машина. Мне когда в комментариях оставляли, почему, ну, типа, ты столбы собираешь, я не понимал, почему. Потом только дошло, почему это. Ну, типа, Марк машина же есть, которая все время дрифтит и столбы собирает. Я думаю, что, Марк, твои работы можно посмотреть в Инстаграме, да? Да. Да. Ребят, кто хочет посмотреть работы Марка, сейчас могут тоже сейчас или дома зайти в Инстаграм. Марк, скажешь свой ник? В принципе, он очень простой. mark.project. Да, кому интересно, ребят, подписывайтесь, смотрите видеоролики. Думаю, будет очень интересно и полезно. Да. Вот мы в октябре снимаем фильм, и он уже выйдет в начале ноября должен выйти. Как минимум тизер в начале ноября выходит, а сам полноценный фильм выйдет просто в инсту, 15-минутный в ноябре тоже. Вот татарский хоррор. Вот этот. Я не знаю, мне чисто интересно было взяться за эту тему, потому что, ну, интересно показать, как пугаются люди на татарском. Вы свои биографии будете Нет, на русском. Но я думаю, что мы будем либо озвучивать на всех языках, ну, как минимум, типа русский, татарский, английский, либо просто титрами. есть возможность? Что посмотреть? Нет, пока нет. Я как бы сотрудничаю с Киномаксом, но пока нет. Мне кажется, у меня просто есть возможность снять зал за очень хорошую цену, потому что я сотрудничаю с Киномакс, и просто позвать всех, кого там хочешь посмотреть, и посмотреть на большом экране. Меньше. 6 тысяч стоит. Ну, это VIP-зал. Ну, это смотря какие дни еще. В будни дешевле. Марк, есть ли еще информация, которую ты хочешь поделиться с ребятами? Вообще. Там как конкретно пишется Марк? Mark.project. Как бы много чего рассказывать, но у меня вот в голове каша. Типа, не знаю. Ну, фото анализировать. На что ты больше? Что больше тебе нравится в этой книге? Ну, в последнее время, типа, концерты я делал 2 в одном, то есть я снимаю фото и видео, и это тоже очень удивляет артиста, как ты за 2 часа успеваешь сделать полностью фотоотчет и еще минутный очень хороший видос сделать. Ну, то есть, типа, это уже, не знаю, либо надсмотренность, потому что даже, например, если на какого-то артиста попадаю первый раз, я примерно плюс-минус понимаю, как он будет двигаться, что он будет делать. Мне главное, чтобы, типа, список треков был известен, и все, потому что мне так проще, когда он заканчивает, и когда начинает, когда заканчивает. Вот. Но последние 3 концерта я уже полностью делаю готовый трек на монтаж минутный. Я предоставляю ему артисту, мы согласовываем. Если все ок, я просто подбираю кадры, там делаю цветокоррекцию какую-нибудь минимальную, и все. То есть я отдаю фотки за час видосы где-то за 4 часа максимум. И вот это вот этот скилл, он наработался в туре, потому что когда ты в 7 часов начинается концерт, в 10 заканчивается, пока идет демонтаж полностью оборудования, ты сидишь снова там на коленке, монтируешь, и либо в полночь должен выйти ролик, либо в 10 утра.
потому что дальше ты едешь в дороге, а у тебя зарядки не хватит, ты приезжаешь в отель там в 5-6 утра, тебе тупо некогда, тебе надо просто поспать, просыпаешься убитый, тебе не хочется это делать, а уже время 10, ролик должен быть в ленте, и потом писать менеджер, сам артист, типа, а где ролик, и ты в спешке все это делаешь, и в итоге ему не нравится, и, в принципе, тебе тоже не нравится, и поэтому я стараюсь делать сразу все. Нравится ли тебе И сколько это вообще времени занимает? Смотря что, какой проект, типа вот концерты, как говорил, в течение 4 часов. Фотки я делаю, типа, то есть я беру камеру, сразу беру фотографии, закидываю все на телефон, обрабатываю здесь же, делаю коллажи в 3 ряда и выкладываю сразу же. Вот это VS его. Нет. Ну вот те, которые бесплатные, этим и же делаю. Эти коллажи делаю layout, стандартное Инстаграм-приложение. Вот. Ну, когда как, вот, типа, когда заходят фотографии, когда заходят видосы, тоже не поймешь. Это еще зависит от артиста, которого снимаешь. То есть я вот снимал Томас Мразу, и я сотрудничаю с ним очень хорошо. И когда первый раз я выложил, у меня такие спрашивают: а кто это? Томас Мраз. Это было хорошо. Не, когда Уразу выложил на дне города, начали даже лайкать люди, которых, типа, я давно не видел. Я думаю, они уже, типа, нету в живых их. Они все такие: "О, это Уразова, нам надо лайкнуть обязательно". Вот. Ну, просмотры истории тоже зависит, типа, по-разному. Когда как Бузову выкладываешь, у тебя последняя история, вот 6 человек, 6 таких отважных людей. Тут особенно после концертов. Но стараюсь поменьше выкладывать, чтобы не напрягать аудиторию, потому что сразу отписки идут очень сильно. Вот. Ну и вдобавок могу сказать, что, типа, я вот год работал с Ильназабым, Ялкындашладык. Тоже очень крутой скилл работы в проектах на 40 минут. Монтаж занимает 18 часов, правки 6. Но это же короткометражки. Это еще мало, мне кажется. Потому что, ну, типа, по сценарию у нас вот, типа, на 15 минут рассчитано. Вот, типа, как по съемке пойдут, у нас непонятно. Да, мы, типа, уже есть локации, есть вот полностью саундтреки готовы, есть, типа, дубляж, кто будет переозвучивать, возможно. И просто нам остается заснять. Ну, это где-то после 10 октября начнем. Потому что нам нужна вот прям пасмурная погода, прям очень сильно. Возможно, под дождь будем снимать, тоже непонятно. Но история интересная. Ты сам пишешь какой-то сценарий или у тебя есть... Да, сценарий тоже сам пишу. То есть у меня есть заготовки, которые там были записаны 6-7 лет назад, и только сейчас у меня какой-то появился опыт и понимание, как все это правильно заснять, преподнести, все такое. Ну, чаще всего, типа, на какие-то проекты, даже вот в Татмедиа, которые снимаем, нам проще просто встретиться, обсудить, чтобы я понимал видение, потому что даже когда клипы снимаю, и артисты приходят каким-то со своим сценарием, либо просто вот типа вечером пишут: нам срочно за завтра надо заснять клип. За срочность мы готовы там X3 доплатить. Я такой: ну ладно, погнали. И мы приходим, я им написал вечером, типа, скиньте сценарий. Мы такие: ладно, чуть позже. И мы приходим на площадку, там на какую-то локацию снимать, причем они даже пишут там за 5 минут до начала съемок, типа, вот приезжай на эту локацию, а тебе ехать тупо 40 минут туда. И когда я не вижу это, у меня, типа, не получается правильно показать и заснять, как это надо артисту.
И поэтому всегда чаще всего, даже вот типа концерты, я прихожу на саундчек, это на проверку звука, чтобы я понимал, видел, как двигается артист, его вайб, атмосферу и все остальное, потому что это тоже от этого сильно зависит. Ну, типа, если это возможно. Если нет, то, ну, по факту снимаем как есть. Потому что вот я должен был снимать Ольгу Бузову 30 сентября. К сожалению или к счастью, почему, не знаю, отменили концерт. Но у нас там был очень четко продуманный план, как это из этого прям шумиху сделать очень сильно. Сейчас этот же план остается на Джонни 28 октября. Я думаю, все. Марк, спасибо тебе большое. Да, спасибо большое. Ну что, ребят, давайте еще раз поаплодируем Марку, скажем ему большое спасибо. Спасибо, что рассказал про свой путь, про вообще видеографов именно концертных, потому что до этого у нас